Уйгуры Монгольской империи. Юаньши. Хроники династии Юань. Том 128. Жизнеописание 15. Уйгур Али Хая, генерал монгольской армии Хубилая, завоеватель царства Сун. Хроники Юаньши. Али Хая, уйгур. Он родился в рубашке, в чреве, которое при рождении разрезали. Его отец счел это неблагоприятным знаком и хотел бросить его. Но мать не позволила. Когда он вырос, действительно оказался умным, красноречивым, смелым и решительным. Семья была бедной, он лично занимался земледелием. Как-то раз, оставив плуг, вздохнул и сказал: «Великий муж должен совершать заслуги при императорском дворе. Как же можно доходить до того, чтобы подражать мелким людям, занимаясь работой на полях?» Ушел, попросил государственные уйгурские книги почитать. Через месяц снова бросил и ушел. Благодаря рекомендации смог служить Хубилаю Шицезу до восшествия на престол в его удельной резиденции. Когда Хубилай взошел на престол, постепенно стал получать повышение и назначение. От начальника правого и левого управлений перешел на должность советника участника в делах Центральной секретариатской палаты. Во втором году эры Чжиюань 1265 год были учреждены региональные секретариатские управления. Он был назначен главой правительства Цэянь провинции Хэнань. На пятый год правления 1268 год получил приказ вместе с главнокомандующими Юань Шуай Ачжу и Лю Чженом взять Синьян. Дополнительно получил должность помощника министра Кань Чжэнши. Вначале император Хубилай, отправляя генералов, приказал не штурмовать город, а лишь осадить его, чтобы дождаться, пока он сам сдастся. Тогда они возвели длинные осадные укрепления. Начав от Ваншани, охватили Байчжан, Чушань, до самого Лумыни, чтобы отрезать его. Войска царства Сун, приходившие на помощь, были разбиты и ушли. Однако в городе запасов продовольствия было много. Осаждали его 5 лет, но в конце концов не смогли взять. В третьем месяце 9-го года правления 1272 год разрушили внешнюю стену Фанчена. Но его генералы снова закрыли внутреннюю стену и оборонялись. А Али Хая считал, что Фанчен для Синьяна – это как губы для зубов. Следует сначала атаковать Фанчен. Когда Фанчен падет, то Синьян можно будет получить без штурма. Тогда он отправился с докладом ко двору. Император впервые дал согласие. Как раз в это время человек с западного края по имени Исмаил преподнес новый метод строительства камнеметов. И их направили в армию. В первом месяце 10-го года правления 1273 год с помощью камнеметов атаковали Фанчен и разрушили его. До этого сунские войска построили понтонный мост, чтобы обеспечить помощь Синьяну. А Али Хая выслал речные войска, которые сожгли этот мост. Помощь Синьяну не поступила, и тогда город был взят. Подробности изложены в биографии Ачжу. После того, как Али Хая разрушил Фанчен, он переместил свои осадные орудия в направлении Синьяна. Один выстрел из камнемета попал в его сторожевую башню, звук был подобен раскату грома и потряс весь город. В городе началась паника, многие генералы перелезали через стену и сдавались. Лю Чжэн хотел немедленно разрушить город до основания, схватить Вэньхуаня, чтобы удовлетворить свое чувство победы. Только Али Хая не хотел атаковать. Тогда он лично подошел к стенам города и сказал Вэньхуаню: «Вы с одиночным гарнизоном обороняли город несколько лет. Теперь даже у летающей птицы нет пути в город. Государь высоко ценит вашу преданность. Если сдадитесь, то высокие посты и большое жалование непременно получите. Мы ни в коем случае не убьем вас». Вэньхуань сомневался и не мог решиться. Али Хая тогда сломал стрелу и поклялся ему. Вэньхуань, тронутый, вышел и сдался. Тогда Али Хая вместе с ним отправился ко двору. Император Хубилай назначил Вэньхуаня великим генералом, сияющим отвагой, Чжаоюнда Цзян Цзюнь, главнокомандующим императорской гвардией Шивэй Цинь Цзюнь Дуджи Хуэйши и главным начальником Синханя, Сянхан Дуду. Али Хая исполнял обязанности министра главного военного совета Шуми Юань в Цзинху, Хубэй, Хунань и других областях, разместившись в Синьяне. Али Хая подал доклад. Синьян с древних времен был местом, где применяли военную силу. Сейчас небо помогло нам, признав наше право, и мы его захватили. Следует воспользоваться победой, плыть вниз по течению и стремительно наступать. Царство Сун непременно нужно покорить. Высший советник Пинчжэн Ачжу также поддержал его предложение. Император приказал канцлеру Чинсяну Ши Тиньцезе обсудить это. Тиньцезе сказал: «Если двор направит важного сановника, такого как Чинсян Аньтун или Тунчжи Шуми Юаньши Баяне,
только одного человека, чтобы командовать всеми войсками, то объединение Поднебесной можно ожидать в ближайшее время. Император сказал: Баян подходит. Тогда провели крупный призыв в армию, назначили Баяне Ченсином левый премьер-министр, Цзо Ченсан, регионального секретариата, Синьчжун Шушен, Ачжу Пинчженом, министр. Али Хая был повышен до правого премьер-министра, Ючен, регионального секретариата. Ему пожаловали 200 связок серебряных монет. В 9 месяце 11 года правления 1274 год соединили войска в Синьяне, затем взяли Инчжоу, а также Шаян и Синчен. В 12 месяце войска вышли из Шоукоу. Сунский Чжи Цзюй Шисягуй оборонял все проходы очень прочно. Али Хая повел войска на штурм крепости Уцзибао. Гуй поспешил на помощь. Ачжу тогда с войсками переправился на запад через Цэйншаньцзи. Сунский Дутун, командующий Чен Пэнфэй, выступил навстречу для боя, но был разбит на реке. Как раз в это время войска Гуя также были разбиты и бежали в Лучжоу. Сюаньфуши Чаш Сисунь ночью бежал обратно в Цзянлин. Чжичжоу, управляющий областью Эчжоучжан Яньжань, сдал город. Пэнфэй сдался со своей армией. Баянь, собравшись с генералами под стенами Эчжоу, сказал на совете: город, охватывающий горы и омываемый рекой, ключевой район к югу от реки. К тому же здесь есть и войска, и продовольствие. Сейчас Шу, Цзянлин, Юэ и еще не взяты. Если не оставить здесь одного главнокомандующего для управления и умиротворения, то стоит ему наверху пошевелиться, как и будет не в нашей власти. Тогда с 40-тысячным войском отправили Али Хаю гарнизоном а сами Сачжу повел основные войска на восток. Али Хая собрал народ объявил о добродетели и милостях государя, запретил офицерам и солдатам грабить и захватывать. Его подчиненные боялись, никто не осмеливался брать у народа даже овощи, народ был очень доволен. Отправил людей с призывом сдаться в округа Шоучан, Синьян, да и другие. Они сдались. Затем он двинулся на Цзянлин. Весной, в 3 месяце 12 года правления 1275 год встретился с войсками Анфуши умиротворителя Гаа Шицзе в Балине. Приказал Чжан Жунши атаковать его центральные силы. Сёжу Цзэзи повел фланговые войска атаковать с левого и правого крыла. Шицзе был разбит и бежал. Его преследовали и заставили сдаться у Тахуатане. Затем взяли Юэчжоу. В 4 месяце достиг Шаши. Город не сдавался. Применили огневую атаку. Шаши был сразу же взят. Сюаньфуши умиротворитель Чаш Сисунь Чжи Цзюйши губернатор Гаада, испугавшись, тут же сдали город. Али Хая вошел в Цзянлин, освободил заключенных, распустил войска, набранные по военным обязательствам, отменил трудовые повинности, налоги и мелочные законы, разослали воззвания в Ин, Гуй, Ся, Чанде, Лисуй, Чень, Юань, Цзин, Фу, Цзюнь, Фан, Ши, Цзин Мане всем племенам. Все они сдались. Полностью представил доклад о назначении на должности сдавшихся чиновников, оставил войска для охраны ущелья Сялин. Переписал подворные списки, имущество и налоги и представил ко двору. Император обрадовался, устроил большой пир на 3 дня и сказал приближенным сановникам: когда Баянь двинулся на восток, Али Хая с одинокой армией охранял я очень беспокоился о нем. Сейчас Цзиннань умиротворен, у наших восточных войск не будет больше забот. Тогда Хубилай собственноручно написал указ с восхвалением его, приказал правому премьер-министру Ючен Лянь Сисиню оборонять Цзянлин. Велел Али Хае срочно вернуться в и поручил ему управление всеми вновь присоединенными городами вдоль реки. Али Хая, прибыв в призвал начальника гарнизона Танчжоу Лифу сдаться. Но тот не послушался. Тогда перебросил войска в Чинша, взял Синьинь. Зимой в 10 месяце достиг Танчжоу. Написал письмо, выстрелил его в город, чтобы доставить Лифу ультиматум: немедленно сдавайся, чтобы спасти народ, иначе вырезаем всех. Ответа не последовало. Тогда он спустил воду с рвов, распределил генералов по участкам, атаковал город камнеметами и разрушил его деревянные бастионы. Случайная стрела попала ему в грудь, рана была тяжелой. Но он еще более настойчиво руководил боем и захватил город. Жители Танчжоу вновь построили стену для сопротивления. Осада длилась 70 дней. Провели несколько десятков боев, больших и малых. Весной, в 1 месяце 13 года правления 1276 год Лифу, исчерпав силы, был разгромлен. Шжуань Юнише, начальник транспортной службы, Чжун Фэйин и Дутун Чень, все они покончили с собой. Их генерал Лю Сячжун сдал город. Генералы хотели вырезать всех, но Али Хая сказал: в этой области несколько миллионов людей, если всех убить, это не будет соответствовать намерению государя, который, наставляя Баяне, ссылался на Цао Биня, не убивавшего людей, проявить снисхождение и даровать им жизнь. Также вновь открыл амбары, чтобы накормить голодных, отправил послов с призывом сдаться в округа Чень, Суань, Дао.
Гуян, Юн, Хэн, Уган, Бацин, Юань, Шао, Наньсюн и другие. Правители этих округов вышли встречать его со своим народом, говоря: «Слышали, что Чэньсян, воплощая добродетель императора, дорожит жизнями, не убивает и не берет в плен. Везде, где проходит, не совершает ни малейшего посягательства. Теперь, когда мир восстанавливается, народ приходит сдаваться». Чэньсяном премьер-министром они называли Али Хаю. Он подал доклад о назначении на должности сдавшихся чиновников, все как в Цзянлине. Только сунский генерал Цзиньлёй Шима Сёй оборонял Цзиньцзян и не сдавался. Послали главного управляющего Цзунгуань Юйцуаня и других склонить его к сдаче, но все они были убиты им. В это время император Сун сдал свою страну. Он издал собственноручный указ и отправил монаха с горы Синшань Цзуминя увещевать Ма Сюя, но тот убил его. Али Хая вновь написал письмо, разъясняя Ма Сюю волю небес, благоприятные геоусловия и поддержку народа, обещая ему пост главнокомандующего Гуанси, аргументируя тысячами слов. Но Ма Сюй отказывался слушать. Тогда Али Хая отправился ко двору поздравить с покорением царства Сун. Был назначен Пинь Чжэнши премьер-министр и послан с указом в Цзиньцзян для умиротворения. В 11 месяце передовые войска достигли Ингуаня. Ма Сёй оборонял заставу и не пропускал, а Али Хая разбил его войска, также разбил Дутунама Энцэй на реке Сяжун Цзян и подступил к Цзиньцзяну. Переписал указ император о Цзиньцзяне и выслал Ма Сёю, но тот сжег его и казнил его посла. Цзиньцзян был укрепленным городом за счет водных преград. Тогда Али Хая построил плотины, перекрыв реки Даян и Сяжун, чтобы преградить верхнее течение. Прорыли дамбу на юго-востоке, чтобы осушить его рвы, и взяли город. Народ, услышав, что город пал, тут же поджег свои дома. Многие бросались в воду и тонули. Ма Сёй вместе со своим Цзуньчжи генералом Хуан Вэньчжэн и Цзунгуанем главным военачальником Чжанху с остатками войск прорвали окружение и бежали. Их схватили. А Али Хая считал, что народ Цзиньцзяна легко поднимает мятежи. Не то, что в Танчжоу, если не применить к ним сурового наказания, то различные области Гуанси не подчинятся. Поэтому велел закопать их всех живьем, а Ма Сюя казнить на рынке. Разослал отдельные отряды с призывом сдаться. Тысячника Товен Бухуа, в Бинь, Жун, Лю Цинь, Хэн, Юн Цин Юань, Цзжун Цзу, в Юйлинь, Гуй, Лянь Сян, Талине, в Сюнь, Жун Тен, У. Все они сдались. Правители Тема, Нунши Гуй и Нандань, Модасю подали прошение о покорности. Али Хая подал доклад о назначении на должности сдавшихся чиновников, как было в Танчжоу. Оставил войска для охраны Цзиньцзяна, Шжа, Хэ, Уюна, Жуна и вернулся в Танчжоу. Вскоре два сунских принца заявили о своей власти над морем. Предводители Вэнь Цэ Аюй, Чжоулун Чжанху, Ло Фэй Влэй, Цэ Юн Цзуань, Юне. И в уездах, подчиненных Танчжоу, все они подняли войска в ответ им в Шухуан, Сы. Также один за другим поднялись мятежи. Крупные, численностью в несколько десятков тысяч, мелкие не менее нескольких тысяч. Вышел императорский указ подавить их, а также захватить земли за морем. Али Хая, усмирив Цзю и других, достиг Лэйчжоу. Послал гонца уговорить Цзиньчжоу Анфуши правителя Чжа Юйла сдаться. Но тот не послушался. Тогда он лично проплыл по Большому морю 500 лет, схватил Юйла, Жаньаньго, Хуанчжи Цзи, всех казнил четвертованием. Полностью усмирил земли Цзюнаня, Ваняня, Цзияна, покорил маньские племена Бафань и Ладянь, а их генерала Цзунгуань Лун Вэнь Мао явил к императору. Учредил управление умиротворения Сюань Вэйсы. Племена Бафань, Ладянь Валун, Лофань Далун, Эмань Луфань, Сяолун Шифань Фанфань, Хунфань Ченфэн также усмирил и учредил управление умиротворения. На 18-м году правления 1281 год подал доклад с просьбой перенести столицу провинции Вэйчжоу. Усмиренные им земли Цзиньнаня, Хуайси, Цзиньси, Хайнани, Гуанси, всего насчитывали 58 областей. Племена горных Дунь и Шаньяо – неисчислимое множество. В основном он склонял их сдаться уговорами, никогда не занимался исключительно убийствами. Кроме того, при взимании налогов с народа всегда устанавливал легкие поборы, народ везде воздвигал храмы для жертвоприношения ему. На 23-м году правления 1286 год явился ко двору. Был повышен до Гуанло Дафу, главный начальник палаты светлой добродетели. Цзо Чэньсян, левый премьер-министр провинции Хугуан, скончался в возрасте 60 лет, посмертно пожалован званиями. Кайф Уй Тунсы, высший чиновник, открывший дворец, равный 3 гунам. Шанчжуга, опора государства. Титулом Чугагун, герцог Чу, посмертное имя Удин.
На 8-й год эры Чжэньчжи 1348 год посмертно повышен до титула Цзянлин Ван, князь Цзянлин. Сыновья. Хуши Хая, Цзо Чен, левый канцлер секретариата провинции Хугуан. Гуань Чжигэ, Пинчжэн Чжэнши, премьер-министр секретариата провинции Цзинси.